во-первых, всех приветствую. Меня зовут Наталья Гришкина. Я являюсь артисткой государственного хора, выпускницей училища искусств имени Ченкушова, сейчас колледжа. Я профессиональный педагог по вокалу, артист, педагог по вокалу, но я занимаюсь вообще с детьми. С детьми я занимаюсь академическим вокалом. Эстрадным вокалом, конечно, у нас можно заниматься. В принципе, я еще пока только с детьми занималась. Такого опыта со взрослыми людьми. Я понимаю, у нас разная возрастная категория. Кого-то я знаю, с кем-то только буду знакомиться. Первое занятие у нас будет просто знакомство. Сейчас я вас попрошу каждого подойти и представиться. Там что у вас, минусовка, акапелла, что-то представить из своей программы, что вы будете исполнять на первом этапе, на этапе полуфиналов. Новый разбуди, я не вспомню день и срок признавшийся груди и подолбанной урок. Нужно он и поверять, но на финишной у вас лицом свое железет. Снова ответить слышу, что не виноват. Еще надо работать правильно. Когда у тебя беги, беги, ты должна... Вот. И отходи немножко, у тебя, потому что ты беги, у тебя идет звук, он летит. И слишком громко. Работать. Поэтому легче, когда у тебя, например, в руке микрофон, ты убираешь беги, ты убрала. В основном все тенора и сопрано. Когда у вас повышаются тесситуры, вы отходите подальше от микрофона, вы начинаете кричать, чтобы не было и сильного резонирования, чтобы ничего не фонило. А чем у вас ниже тесситура опускается, ниже ноты, естественно, у вас дыхание опускается, вы ближе говорите к микрофону, чтобы все было слышно. И в пении у нас всегда идет все от слова. Сильно тоже вокализированием увлекаться нельзя. Все идет от слова. Тут еще акустически неудобный зал. Он, да, немножко неудобен, но я думаю, здесь не будем заниматься, чисто аккомпанемент будет идти. Ну, это получается, отрабатывать будем, да. Вообще не беги, мы редуцируем. Беги! Вот, оно легче, оно еще... Ниже. А? Ниже. Беги! Вот, да. У нас эстрадно-джазовое пение исконно идет, истоки берет из народного пения. Здесь все намного проще, все идет от слова. Мы излишне не увлекаемся там вокализированием, еще чем-то. Просто беги! Вот, дыхание взяла и отправила. Ничего тут не строишь, ничего, вот просто по естеству, как тебе хочется. И при этом вот это вот все не заживаешь, потому что тебе будет тяжело. Когда подсядешь дыхание, как не зажать? Просто вот естественно, да, набрала дыхание тебе. Беги! Беги! Расслабься, вот. Вообще должно быть расслаблено. Вот этот аппарат не должен быть, ни скелет, ничего. Да. Просто встала на 2 ноги, вот ровно. Беги! Вот дыхай, работаешь только вот этой точкой. Акапельно еще раз. Припев давай. Беги! Ты вот здесь вся зажата. Вот, все, вот. У тебя звук, вот, звуковая труба, она вот идет отсюда и прям, знаешь, она вот туда упирается, возвращается. Предела нет. Ты не вон туда поешь. Если разобраться, ты поешь вот так. У нас звук должен вот так лететь у академиста. А ты поешь вот, ты должен на себя. Вот на себя дело звук, на себя дело. Полностью. Ты должна поэтому на 2 ногах крепко стоять.
стоять, потому что вот ты стоишь, ты слышишь, звук на тебя идет. Это как работаем все в монитор. Мне хочется залежать, услышать тишину и мысли все собрать. Бывает сумерек, что капля с неба это знак. Много подожду, чтоб заново начать. Не веду через гоню, острую на мне, и надежду сохраню на мне. Небеса голубые, снова маятник вращается, как ниточка судьбы суди. Не нам в минутных часах все растает по местам, где-то там, выше звезд, нет обид и слез. Нет трудно на душе, сумерки, смою слева впереди. А где у тебя идут куски на пиано тихо, да? Это не значит, что ты должна спустить дыхание. Пиано еще труднее спеть, чем форте. Мы же кричим. На форте, получается, подкрикиваем немножко. А на пиано ты должна то же самое. Это же дыхание держать. Просто ты должна звук распределять маленький-маленький. Он должен быть у тебя упругий. Он не должен быть рыхлый. Так ничего, мы поправим, все хорошо. И когда у тебя низкие ноты, может, я не знаю, тональность, мне кажется, повыше можно, да? Можно и повыше, но просто она сейчас еще не распета. И плюс Ну, не распето, но просто я слышу, просто, низковато, позволяет наверх уйти еще, можно хоть на то. Там весна, весна, лето, и потом осень, и уже мы должны постепенно к зиме прийти, динамически. Получается, что у нас должна ты спеть на хорошем, опертом, на опоре, на хорошем, опертом дыхании, но уже у тебя песня заканчивается и не должна, короче, Она у выкрикивать. нас ученица по вокалу 2 класс, да, у нее? Кого ты занимаешься? Во второй школе, да? Хорошо, да. Да, там Нет, у тебя хорошо видно, что просто я понимаю, что есть тебе данные, база есть. минусовка не подходит, она низковата, тональность другая должна быть. Дыхание. Я мечтал, что ночи были мне одинокий миг, кажется, услышали меня в небе ангел. Я не слышу, я и она, я не они. Снова мир вокруг стал состоять из 2 половин. Там, где она, рвется струна, и я теряю контроль над самим собой, над своей судьбой. В этом роль. Я за ерунда, что за глупости, ведь она моя, ты меня прости. Ярче, ярче, Денис, давай. И не грусти. Мне она не меньше в любви клялась. Не могу поверить, что меня предаст и навеки поссорит нас. Она кофе готовит по утрам. Она и одеяло пополам. Она сумасшедших людей полна. Она только моя. Терцу хорошо. Да. Чингис чуть ярче, вы полноценные должны быть, полноценные. Ты, Полноценные, наверное, ошибаешься, брат, но поверь, я в этом не виноват. Просто есть со мной лучше, чем с тобой. Я теперь ее герой. Как бы не так, ты мне не враг. Предупреждаю тебя, красота и власть — это шанс про вас. Знаю я. Отражаясь ей словно в зеркале, и проблемы все будто Ой, мелкие. микрофон возьми, пожалуйста.
ребята, мы должны та, четко все должно быть. Когда ты свой, ну-ка спой свой куплет, где-то часть, когда ты начинаешь петь, акапельно спой. Что за ерунда, что за глупости, ведь она моя, ты меня прости. И не грусти. Не бойся, И она не смелее. меньше в любви клялась. Не могу поверить, что меня предаст и навеки поссорит нас. Вот это вот. Давай, акапелла. Раз. Кофе готовит Давай еще раз. 3, 4 и... кофе готовит по утрам она, и одеяло пополам она, Чингис ярче. но сумасшедших людей полна она, только моя. Вот, а где вы поете? Объясню вам принцип, да, вы когда поете, у вас равноценные две партии. Ты на терцию выше поешь, у тебя мелодия получается. Да, короче, в целом вы поете. Вы должны петь, когда вы поете вместе, поете в интервалы. Две полноценные, равноценные партии должны, чтобы Чингиза было слышно и тебя было слышно. его перекрикивает, поэтому... Ты его не перекрикиваешь, поверь мне, я слышу сейчас. Ты его пропадаешь, ты и все, уходишь. Опора. Я знаю, как ты можешь спеть, должна быть полноценно, но дело в том, когда у вас только моя идет, у вас скупой кусок, господи, какой он, унисонный у вас кусок. Унисон, естественно. Просто вы еще не до конца не доделаешь. А вы сейчас вы мне унисон поете в наглую просто. Если у вас унисоны, то вы поете, естественно, унисон поется тише, потому что у вас один звук должен быть. У нас, когда идет ансамбль, мы поем в ансамбле, должно быть единство, единение. Должны петь как один, не куча. Тембрально вы сливаетесь, все хорошо. Иди сюда, становись нормально.
Молодец. Давай, давай. Да. Вот так когда начинаешь там гонять, давай, и ты начинаешь, начинаешь. А потом, когда раз ты молчишь, ты такой, И что, я буду там вот это, дыхание, да? а мы будем снова с этого. Нет, Эрдня. Мы такую палочку длинную пряжем будем его тыкать вовремя. Лазером в глаз, указкой лазерной. Уже ничего не сделаешь. Да. И вот смотрите. Правильно, у тебя идут два куплета, вот эти припевы, ты должна со стервенением ко второму куплету уже там, знаешь, наращивать обороты, ты идешь, да, я человек. Немножко, да, тебе Да, нужно здесь драйв прям тоже. четко, прям нужно уверенно. А уже когда у тебя идет, уже она уже спокойно в конце уже, ну ничего не получилось, как говорится. Сколько, скажи, пушка, пробой. В городе лежать или на выселках, камнем лежать или гореть гнездой. Звездой. Солнце мое взгляни на меня.
начинается песня, да. Забыла уже. Да, текст. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. Обязательно все согласны, что у тебя опора. А по звуку прям, ну вообще, вот просто ты меня прям до мурашек довела, знаешь? Молодец, прям четко, молодец. Все, давай четко. Вот эту песню. Да. Полуфинал однозначно будет. Только вот слова. Да, просто произношение. У них просто еще я вам объясню, что в силу возраста у детей. А, сейчас скажешь. Я говорю, я сейчас объясню в силу возраста у таких детей 10 лет. Еще не наступил период мутации. У них просто, они вот как поют, у них рот открывается, они все поют, как говорят дети. Им проще. И эмоционально они честнее всегда. Взрослые там что-то начинают играть уже. Дети, они не играют. Они поют, как они чувствуют. Просто вот. Они эмоционально, они очень такие другие. Поэтому мурашки. Я не могу вот начинать говорить, вспоминать, у меня же прям вообще все вот покрылось, да. Ты умница, у нас просто единственное, что тебе точно так же. Артикуляция, дикция, все.